Джекис Продакшн. Emperor Motion Pictures. H. Brothers. Строительство старого летнего дворца началось в 1709 году и длилось более 150 лет. Весь мир был восхищен великолепием дворца. Дипломаты называли его «сад садов». В зале Хайянь, крупнейшем в западной части, находились статуи 12 знаков восточного зодиака, каждый из которых в полдень превращался в фонтан. В июле 1860 года объединенные англо-французские войска ворвались в форт Дагу, разгромив оборону империи. 6 октября 1860 года захватчики начали штурм старого летнего дворца. Сокровища империи, включая 12 бронзовых статуй, были разграблены или сожжены. Пожар продолжался 3 дня и 3 ночи. Этот шедевр архитектуры, который создавали 150 лет, сравняли с землей. Брейден и сын, Лондон. 2000 год. Голова козы продана за 7 миллионов 745 тысяч долларов. Голова обезьяны за 8 миллионов 185 тысяч долларов. Голова тигра за 15 миллионов 445 тысяч долларов. В 2003 году голова свиньи ушла за 6 миллионов 800 тысяч. Набор из 24 бутылок китайской водки Мао Тай, пролежавших в погребе сельской усадьбы 55 лет. Начальная ставка 2 миллиона евро. Аукционный шаг по 100 тысяч евро. Дамы и господа, в мире всего 4 Пьер Джонсон, подобных Париж. экземпляра. Китайский посол. Очень приятно. Простите меня за мое опоздание. Это нам следует просить прощения. Фигуры прекрасно сохранились. Много лет назад, во время войны, мои предки привезли домой вещи, которые им не принадлежали. Каждый раз, когда я смотрел на эту скульптуру, я чувствовал себя виноватым. Это часть общечеловеческого наследия. Она не должна принадлежать одному человеку. Вот почему я решил пожертвовать ее историческому музею. Господин, если бы все рассуждали так, как вы, этот мир стал бы значительно лучше. От всей души желаю вам успеха в поисках остальных бронзовых голов. 8800 и продано! 7 миллионов! Продано! Поздравляем! Корпорация MP теперь принадлежат 4 самые редкие марки. Вы ошибаетесь. Не 4. Теперь в мире осталось всего 1. Эй, ты посмотри! Корпорация MP во всех новостях! О, и гость вернулся. Теперь она единственная в своем роде. Ее цена за ночь возросла втрое. Это папа додумался. Гениально! Хотели бесценную вещицу? Так получайте. Что дальше? Перси звонил. Подлинность картины «Утренний свет» вызывает сомнения. Конечно, вызовет. Мы ведь сами ее намалевали за ночь. Выкупите ее обратно, как всегда, слегка повысив цену. Фальшивки всегда становятся подлинниками после пары-тройки перепродаж, верно? Дальше. Босс, с 5-й бронзовой головой все просто отлично. Покупатели на аукционах в этом сезоне – бизнесмены, заигравшиеся в патриотов. И готовы отдать все за свои черепки и рухлядь. Чем сильнее их патриотизм, тем выше наша прибыль. Гениально! Эти бошки продаются все дороже. Как бы мне прибрать к рукам все 12 статуй? Имена, дайте имена, набрасывайте. Возьмите стервятника. Лучше найти кого-нибудь проверенного. А как насчет Джейси? Он до сих пор картину Розы не нашел. Розы. Давно завяли твои розы. Сообщи Джейси, если он добудет мне все головы, я сумею его отблагодарить. За хорошие деньги Джейси украдет даже Ленина из мавзолея. Скажи, что он получит по лимону евро за каждую.
А если он и дракона добудет, добавлю еще 10. Гениально! Эй, проезд запрещен! Привет! Я хотеть пипи. А ведь правда описаться может. Плиз. Проходите сюда. Здесь way, please. Спасибо. Это круто. Год дракона. Можно заработать состояние. Иди, иди, мальчик, не мешай работать. Займись поисками Джесси. Нет проблем, я его найду. Так, а где он сейчас? По-моему, с девушкой на отдыхе. Что это? Внимание! Я не могу ничего понять. Внимание! Повышенная готовность! Вторжение! Что это? Ключи! Он под машиной! Держите его! Он здесь! Быстрее! Я его не вижу! Он быстрее машины! Вижу наши машины. Больше ничего нет. Где он? Еще не поймали? Да чем вы здесь занимаетесь? Что это? Что за черт?
Джейси, это Джонатан. Ты нашел розы? К тому же с девушкой. Она так шумит. Есть дело. Говорю же, в отпуске. Жаль, я подумал, 10 миллионов тебе не помешает. Куда лезешь? Доспехи Бога 3. Миссия Зодиак. Фильм Джеки Чана. Профессор Гуань. Слушаю. Это Мартин из National Geographic. Это профессор Гуань. Очень приятно. Здравствуйте, профессор. National Geographic – это серьезное и уважаемое издание. В нашей сложной работе так необходима любая поддержка. Особенно поддержка таких СМИ, как ваша. Мы готовим материал о 12 бронзовых головах. Угу. Вы в этом эксперт, мы хотели бы получить комментарии. Египетские пирамиды, греческий Парфенон, Ангкор-Ват в Камбодже. Вот памятники древности, сравнимые со старым летним дворцом. Величайшие сокровища которого были разграблены или уничтожены. Здравствуйте. Эти студенты приехали из разных стран. Они работают здесь многие годы, возвращая сокровища старины туда, откуда они были украдены, на родину. Нужны столетия, чтобы создать чудо, но бомба или пожар могут уничтожить его за одно мгновение. Нам удалось воссоздать практически идеальные копии утраченных сокровищ. Вы первый журналист, который увидит их. Не снимать. Да-да, извините. 5 из них проданы на аукционах, а где остальные? Нам кое-что известно об их местонахождении. Моя студентка недавно осматривала в Париже 2 головы для аукциона. Она эксперт-антиквар и утверждает, что те головы подлинные. А которые? Голова кролика и голова крысы. Ага. А можно с ней как-нибудь связаться? В принципе, я могу это устроить. Спасибо. А можно их потрогать? Ну, конечно. Спасибо. О, излишняя предосторожность. Ну что вы. Началось. Голову крысы можете забирать. Она очень ценная. У каждого свои ценности. За 10 евро можете забрать обе. Вот ваши документы. Добро пожаловать в Париж. Мерси боку. Ты уверен, что это здесь? Судя по навигатору, да. Тогда жди тут. Париж. Что? Ты что, шутишь? Признавайся, чей это лифчик? Это твой размер. Неужели не твой? Я думаю, продавец ошибся. Ах ты негодяй! Если тут Миш! продолжаться разборка, Миш! нами все кончено. Между нами все Нет, кончено! умоляю, я люблю тебя, Коко, люблю! Люблю! Теперь будешь правую руку свою любить! Ладно, все, если так, верни мои ключи. Вы кто? Я? Спрашиваю, вы кто? Я от профессора Гуаня. Подождите! Этот тип твой новый парень? Да! Оу. Спасибо, что поймали ключи. А у вас нет ключей? Между нами все кончено. Я хотел забрать ключи, чтобы отдать новой девушке. Извините, промазал. Промазал. Придурок косорукий. Пошли, давай скорее. Вы Шангуань Мадин? Да. Но мне говорили, что Шангуань Мадин уже давно умер. Это был мой кузен. Я Мартин Шангуань. Что, правда?
Тогда идите за мной. Ребята, это Мартин из National Geographic. Он готовит материал о бронзовых головах. Нам необходима помощь популярных изданий вроде National Geographic. Я сделаю все, что смогу. Наша общая цель – вернуть реликвии, вывезенные грабителями из разных стран. К ним относятся и символы 12 знаков китайского зодиака. Это те 2 головы, которые вывезли во Францию. Да, они принадлежат графу Марсо. Я их внимательно изучила, профессор Гуань подтвердил подлинность. Они настоящие. А что, граф живет в этом замке? Не снимать. Это профессионально. Эй, ребята, сюда, скорее! Что случилось, ребята? Мы гуляли с Уцинь, следили за подозрительным грузом. Нам показалось, что там украденные древности. И тут вдруг нас Они начали били нас! избивать. Остановились, когда я позвонила в полицию. Зачем было нарываться? Я же говорила, у нас мирная демонстрация. Почему его не остановили? Нет, Мы же в полицию позвонили. Нет, ребята, послушайте. Хочу напомнить вам принципы работы нашей организации. Во-первых, мы не доставляем хлопот полиции. Во-вторых, мы не мешаем никому жить. И в-третьих, мы не нарушаем общественный порядок. Именно так. Я вас поддерживаю. Отдел расследований канала National Geographic. Вы журналист? Да. Китаец? Да. Помогите нам разоблачить МП и испортить им репутацию! Нет, так нельзя. Мы только отражаем факты. Мы не можем передергивать и выдумывать. У меня есть А фотографии. ну-ка, сядь. Осторожнее! Сожалею, что вы стали невольным свидетелем. Больше мы ничем вам не поможем. До свидания. Можно еще 2 слова? Конечно. Сюда. В чем дело? Эти люди – крупные корпорации. Вы и ваши друзья должны… до связи. Всего хорошего, спасибо. Что за 2 слова? Он взломал их код. Готово. Когда придет время, я буду там. Вокруг замка рельеф плоский. Ты отвечаешь за мои обсуждения. Только одна неделя. Вот он. Следуйте за мной. Месье Пьер, по телефону вы сказали, что вам нужна дополнительная информация о наших бронзовых головах. Мы принесли вам портфолио. Я думаю, вы там найдете все, что нужно. Девушка милая, ответьте мне, умоляю вас. Вы совершенно уверены в их подлинности? Да, конечно. Сейчас на рынке очень много подделок. Обманывают даже опытных коллекционеров. Если у вас есть сомнения, можете проверить. Хорошо, дайте мне книгу, я с вами свяжусь. Перезвони мне. Он взял в руки альбом. Думаю, теперь направляется в хранилище. Система наблюдения установлена снаружи. Думаю, чтобы не повредить сокровища. Похоже, мы угадали, и он направляется в хранилище. Нетерпелив, как ты. Теперь отследим по краске. Тогда подождем. Они все провожают босса. Я слежу. Скажите, когда будете готовы. Мы готовы. Через 5 секунд. Я вижу отпечатки пальцев. Давай скорее, они возвращаются. Нашел. Оно за книжными полками.
Тот же старый трюк. О, проклятие. Что такое? Что такое? 3 комбинации по 46 букв каждая. Чтобы это хакнуть, нужно 8 компьютеров и 2 дня. Странно. Чем это хозяин занимается? Зачем человеку, помешанному на аккуратности, так ставить книги? А. 9. 3. Надо бы поставить сюда. Здесь 5. Так. Так. Вот как он запоминает комбинации. Марион? Марион? Да, месье. Кофе, пожалуйста. Минутку, месье. Уходит. Хозяин зовет. Я знаю, как это открыть. А4, 3, Б, Л9, 6, 6, А, Л9, 8, 2, Х. Готово. Бронзовые головы там? Дайте минуту. Голова крысы. Голова кролика. Похоже на наши копии. По мне так одно и то же. Там есть еще что-то стоящее? Сплошной хлам. Знаете, что я увидел? Что? Что? Жезл фараона, скипетр царицы, ларец золотого коршуна и звезду Аравии. Это же утраченное национальное сокровище. А теперь они принадлежат нам. Есть! Угадайте, что еще я нашел? Что? Картину, которую мы мечтали украсть. Розы, что ли? Бинго! Мой птенчик, моя ласточка, мой цветочек. Папочка заждался тебя, милая моя. Посмотрите на это фото. А? А? Что вы здесь делаете? Эй, кто вы? Эй, что вы делаете? Эй, охрана! Охрана! Эй, стойте! Охрана! У нас ЧП! Он наверху! Меня заметили. Доставьте пиццы. Я еще внутри. За мной гонятся собаки. Говорите, куда бежать. Вот он! Эй, смотрите! Он на крыше! Взять его! Скорей! Давайте туда!
Джесси еще никто не ловил. Ой, а вы откуда тут? Я с южной стороны замка. Говори, куда идти. Прямо перед тобой лабиринт. Держись от него подальше. Похоже, я уже в нем. Ты можешь поаккуратнее? Там негде взлетать. Но попробовать надо. Раз, два, три, четыре, пять. Джесси вышел погулять. Он что, в детство впадает? Хватит болтать. Найди мне выход. Мы тебя не увидим, пока не взлетишь. Остановились. Может, слеповатые? Вон, вон, он летит. Он опять сел. Нет места для разбега. Это тупик. Что за шум? Втираюсь в доверие. Укусить тебя! Лежать! Молодец! Хорошо. Смирно. Умница. Давай! Ты говоришь на собачьем языке? Поразительно, сколько у меня талантов. Ладно, потом созвонимся. Хорошо. Охрана, 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 проверьте лабиринт. Эй, я уже выбрался! Позвони Саймону, чтоб забрал. Сам позвони, я с ним не разговариваю. Мартин? Мартин! Что вы делаете? Я вас не знаю. Но это вы были в замке. Коко, это был кто-то другой. Как другой? А знаете мое имя? Это были вы! Осторожней, Коко! Это были вы! Отпустите меня! Отпустите! Как вы могли? Вы вор! А что вы говорите? Нас надули, они подельники. О, Господи! Бежим, бежим! Отпустите меня! И езжайте осторожнее! Продолжите отрицать? Ладно, это был я. Зачем вы это сделали? Нет времени объяснять! Вы в порядке? Встретимся у вас дома! Саймон, я на 6 часов от тебя. На 9 часов вверх.
А где вторая? Коко забрала. Вы не репортер. Кто вы такой? Я-то? Я веду двойную жизнь. Я президент некоммерческого международного фонда по древностям из металла, фарфора, а также по картинам. Не слышала о такой организации. А вы что, все их знаете, что ли? Что нам делать с этой головой? Вернуть ее человечеству. Отлично. Осторожнее, ребята. Пошли. Давайте, давайте. Вперед. Бонжур! О, господи, только не это. Алло, это полиция? То, что я исследовала. Что происходит? Не высовывайтесь! А, что? Ой, мой канат! Полиция! Не двигаться! Полиция! Полиция, не двигаться! Я уверяю вас, они сообщники. Это неправда! У семьи Марсо незапятнанная репутация. Говорите, незапятнанная репутация? Вот видеозаписи с таможни. Они ввезли их легально 2 дня назад. А у нас есть свидетельница, которая утверждает, что никогда не видела этих скульптур в замке. Ах ты! Катрин так говорит, потому что дядя отказался снабжать ее деньгами. Я не видела его с 3 лет. Ты думаешь, я бы это помнила? Богом клянусь, Помолчите. Мадемуазель, мы оставим скульптуру у себя на 2 недели. Если никто ее не потребует, вы сможете ее забрать. А если эти люди снова будут вас беспокоить, дайте нам знать. Вы свободны. Пожалуйста. Но это неправда! Я клянусь, вам, что Помолчите. украли наши головы. У вас теперь Это же- другие поводы для беспокойства. Ну, как все прошло? Как и ожидалось. Привет! Привет. О, я хочу поблагодарить столь же честную, сколь и прекрасную француженку. Не стоит. Я лишь сказала правду. Меня зовут Катрин. А вы интересуетесь бронзовыми головами? У меня такие есть, вы можете взглянуть. Подумайте об этом. Поехали, Бруно. Пока. Шато Сишаль. Мы мечтали побывать в этом замке. Добро пожаловать и простите, это обычные меры безопасности. Здесь все принадлежит банку. Ничего ценного нельзя вывозить. Ничего. Какой красивый замок. Прошу за мной. Давай за ними. Наша семья обанкротилась во время финансового кризиса. Но жить здесь все равно хорошо. Спасибо. Наверное, ваши предки последние, кто видел эти прекрасные создания. Да, понимаю, о чем вы. Мы начинаем ценить вещи только после того, как они исчезают. Да, вы правы. Петух? Поэтому я вас и пригласила. Голова подлинная? А она здесь, сколько себя помню. Это вывезено из Китая, верно? Что вы спросили? Она сказала, красивая лестница. О, спасибо. Пошли. Это мой прапрадедушка. Ее дедушка. Много лет назад он вернулся из путешествия и хотел снова отправиться туда же, чтобы отыскать друга, но так и не собрал нужную сумму. Впоследствии его сын, отец моей бабушки, все-таки снарядил экспедицию и отправился за море в поисках несокрушимого, но не вернулся. Он таинственным образом исчез. Я слышала, что вы собираете бронзовые головы, и, может быть, вы что-то знаете о моем прапрадедушке. Да мне плевать на бронзовые головы! Скипетр, бриллианты, их просто нельзя упоминать публично. Но единственное, что я хочу вернуть, эту картину. Они украли у меня больше, чем на $1 миллиард. С инфракрасной системой безопасности все было бы иначе. Что, это я виноват? Не-не-не-не-не, нет, но я вам обещаю. Нет, вот если вы не вернете картину, я вас своими руками задушу. Да.
лошадка-качалка. Я ее так любила в детстве. Да, и мой прапрадедушка нарисовал эту картину, когда приехал из-за границы. Это то, что он увидел после кораблекрушения. Ну что, можете осматриваться, а я приготовлю чай. Спасибо. Туда. Простите, нам нужно поговорить наедине. Ну и как украсть голову петуха? Задержаться бы. Дня на 2. И смыться с головой. Нужно хотя бы заменить копии. Нет данных, чтобы сделать копию. У профессора Гуани есть. Поговори с Коко. Не говори при ней слово воровство. Помогать нам не станет. Что же нам делать? Эй! Ребята! Это же осенняя охота императора Тяньлу на Кастильоне. Ценная? Все древности ценные. Тогда и горшок моей бабушки сокровищ. А я думала, картина погибла в огне. Спасибо, мадам. В 1860-м мой прапрадедушка отправился в Китай на Несокрушимом и одержал там победу. А это один из трофеев, который он привез. Вы имеете в виду разграбление Летнего дворца? Это было во время Второй опиумной войны, помните? Все зависит от точки зрения. Да, она права. Смерть британских и французских дипломатов от рук династии Цин стала поводом для начала войны. Разве это серьезная причина, чтобы два индустриальных государства вторгались в аграрную страну? В глазах этих двух индустриальных государств Китай был супердержавой. Тоже верно. Мы даже называли себя Поднебесной империей. Да на чьей ты стороне? На стороне мира, конечно. Итак... Простите? Что дальше? На обратном пути они попали в шторм, и корабль сильно пострадал. Наверняка был перегружен награбленным. По делам им. Что она бурчит? Говорите погромче. Награбили сверх меры. Корабль был перегружен, к сожалению. Нет, я не говорила, к сожалению. Я сказала по делам грабителям. По делам грабителям? Как вы можете так говорить? Он отправился в Китай по приказу своей страны. Это был его долг, как солдата. К счастью, его подобрал проходивший мимо китайский корабль. Бог справедливости, наверное, моргнул. Почему моргнул? Какое счастье, что он вернулся. Ну, она, конечно, считает иначе, но... Вам спасибо. Не за что. Вы что делаете? Забираю ее назад, в Китай. Это мой дом. Вы не имеете права брать все, что хочется. Но 100 лет назад ваши предки тоже не спрашивали разрешения вывести эту картину. Стой, Коко. Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, тихо. Коко. Все это произошло очень давно. В те времена, если на женщине было надето мало одежды, тебя могли забросать камнями. То есть женщину... простите. За что, простите? Какой ты подкаблучник? Это она должна извиняться. А почему это я? Я и сам не понимаю. Нет, Мартин, подожди. Вы что, все забыли? Они вторглись в нашу страну 100 лет назад. Жгли, насиловали, убивали и грабили. Так неужели вы думаете, это можно легко забыть и простить? Такие преступления не имеют срока давности. И даже 100 лет спустя китайцам больно вспоминать об этом. Да, это так. Я понимаю вас. Я изучала историю. И какими бы ни были оправдания, все в действительности именно так и было. Иногда нам остается придумывать какие-то жалкие отговорки. Например, что в ту эпоху это было нормально. Мы не можем судить ошибки прошлого по сегодняшним стандартам. И даже сегодня выживает сильнейший. Нужна сила, чтобы другие с тобой считались. В общем, я начинаю понимать ее точку зрения. Мне очень жаль. Но теперь все это принадлежит банку. Для меня они бесполезны. Я бы отдала их вам, если бы могла. Ты же сама хотела побывать в этом замке. И раз уж мы здесь, может, мы задержимся на пару дней. И вообще, давай пить чай. Надо полагать, и чай у вас китайский. Я думаю, она просто любит кофе. Смотри, в чем дело? Я сейчас... Катрин! Да? Корабль вашего прапрадедушки Спасибо, да. затонул или все-таки добрался до суши? Кто знает?
Понимаете, мы сильно заинтересованы в том, чтобы найти вашего прапрадедушку. А если мы задержимся, начнем расследование, то, возможно, сумеем вам помочь. Спасибо огромное, как чудесно. У нас куча места. Оставайтесь, сколько пожелаете. Я пойду все приготовлю. Но, возможно, его нет в живых. Это ничего. Коко, спасибо, я тебе позвоню. Спасибо за помощь. Спасибо. Давай просто украдем голову петуха. Никаких краж. Мы ж тут в гостях, нам красть нельзя. Это кто сказал? А? Они же у нас крали. Мы просто возвращаем украденное человечеству. Отличный подход. Нам нужна копия, чтобы ее подменить. А мы не можем ее сделать, нет данных. У профессора Гуани есть. Я у него попрошу. Отлично. Что эти идиоты тут делают, а? Пикник устроили? Ха-ха! Вот теперь мы ими пообедаем. Мама, папа, когда мы поедем отдыхать? Смотрите, это данные, полученные с нашего мини-вертолета. Цель А, цель Б. Ох, надо же! Неудивительно, что этого нет на карте. Бинго! Он рисовал все это здесь. Да вы просто супер! Это не мы, это технологии. И что мы теперь будем делать? Разобьем лагерь. Оставить сообщение. Да ну его. Мартин, пишут, что 3 головы ушло с аукциона. Что? Не может быть. Я покажу, сам посмотри. Вот. Нет сигнала. Это точно подделки. Подлинники-то у нас, верно? Если за подделки можно получить состояние, сколько стоят подлинники? Я думаю, цена заоблачная. А теперь... Позволь дать тебе совет. Не переодевайся больше при свете. Почему? Смотри. Значит, когда Я ничего не видел. Честно? Ничего не видели? Не включай спутниковую антенну. Что? Ящерица! Это же просто ящерица. Ты куда? На поиски. Но Джесси... Джесси велел сидеть на месте! Поступай, как знаешь. Подожди меня! Долго? Нет! Посмотри на себя. Что? Это же моя косметичка! Да неважно. Что между вами происходит? Продолжаем играть в молчанку. Если бы не ребенок, давно бы ушла от него. А у тебя что? Так и не отвечает на звонки. А я всего-то поздравил с днем рождения на 3-й день. Чего тут злиться? Эй! И куда нам идти? Сюда. Откуда ты знаешь? Интуиция.
Ну ладно. О, Господи. Про деревья на этом острове лесорубам рассказывать нельзя. Да уж, все изведут. Вид у тебя счастливый. Знал бы, чего это стоит. А другие варианты не рассматривал? Ее характер никто бы не вытерпел. Посмотрим, кто идет первым. Кто придумал День Святого Валентина? Откуда он взялся? Неважно, чья это идея. Важно, что ты рядом, когда ей нужен. А кто деньги будет зарабатывать? Вы, мужчины, нас не понимаете. А? Там, наверху! Это Коко! Я же велел им сидеть смирно! Катрин! Помогите! Идем! Мы идем! А? Держитесь! Ничего себе вы даете! Я же просил вас никуда не соваться! А? Держитесь! Беда! На помощь! В чем дело? Они упали в ущелье. Я просил никуда не соваться! Это все она! Причем тут я? Ты сама захотела. Пурпурная твоя. Трусики. Держись! Держись! А! Пурпурный? Мой любимый цвет. Ты вырядилась для пикника. Не указывай, как мне одеваться. Куда смотрела твоя интуиция? Девочки, мы еще не приземлились. Джесси, а где твоя рука? Под твоей пурпурной. Убери. Ты упадешь. Убери, я и сама удержусь. Уверена? Уверена. Ладно. Мадам, мы уже приземлились. Джесси! Все в порядке. Но Коко нигде нет. Джесси в порядке. Коко пропала. Дай координаты. Туда. Пошли. Коко! Коко! Я здесь. Я нашел Коко! Попросите капитана принести аптечку! Да, я поняла. Ты в порядке? Моя нога. Которая? Не двигайся. Что такое? Это ничего. Твоя нога. Ничего, ничего. Змея! Где? Готово. Больно как. Ты лодыжку вывихнула, я вправил. Сюда. Саймон, посмотри на эти деревья. Их люди срубили. Я видела пушки и пушечные ядра. Корабль, похоже, той эпохи. Может, это не сокрушимый, который мы ищем? Очень похоже. Что разглядываешь? Смотри, это цепь. Что она тут делает? Она идет к этому дереву. Несокрушимый. Ты его нашел? Нет, мы на него упали. Это везение. Быть не может. Это правда. Все в порядке. Это просто тарантул. Джесси, А? я нашла про прадедушку. Что? Это ты по форме костей? Нет, по кольцу. На нем наш герб. Я нашла его здесь. А? Их тут два. Который из них? Интуиция. Скорей. Этот. Хорошо. Ты уверен? Уверен. Я сложу твоего дедушку к себе в рюкзак. А рука, рука? Упс.
Прости. Джесси! Мы нашли несокрушимый! Кто бы мог подумать в таком месте? Как вы его нашли? Потрясающе. Мы на него наступили. Чуть ноги себе не сломали. Нашли бронзовые головы? Одну. Саймон, я принес аптечку! Обойди кругом! Там есть тропа, иди по меткам, которые мы оставили! Ладно, я бегу! Спасибо! Это несокрушимый? Да. Откуда он тут? Тайфун? Такой мощный. Цунами? Все может быть. По пути сюда мы видели могилы и скелеты. Те, что снаружи пещеры, наверное, принадлежали команде. А те, что внутри, сильно отличаются от остальных. Некоторых из этих явно закололи. Наверное, перед смертью у них было сражение. Скорее всего, это люди, которых привел ее прапрадедушка. Они умерли не своей смертью. Да, поубивали друг друга. А разве ее прапрадедушка не вернулся домой? Что тогда искал его сын? Какова бы ни была причина, это теперь не важно. Ты права. Это было 150 лет назад, верно? Угу. И неважно, как погибли ее предки. Не зацикливайся на этом. Они поубивали друг друга? Значит, его сын вернулся сюда, чтобы найти останки отца. Верно? А, верно. Верно. Да. А теперь нужно отлить. Точно. Точно. Куда? Куда это вы? В туалет! Все вместе? Да. Пи-пи. Моя бабушка будет безумно счастлива. Как твоя нога? Эй! Тропа идет вниз. Настил из бревен прямо до берега. Много деревьев на это ушло. Не надо, не свети. Там еще. Ребята, смотрите туда! Там огромный якорь. А почему он висит на дереве? А, это же принцип рычага. Изобретательно. Когда якорь опускается, цепь натягивается. И большое дерево можно спустить вниз по склону за счет блока. Ничего удивительного, что на корабле я не нашел ни единого блока. Короче, предки сажают деревья, а потомки наслаждаются тенью. У тебя задумчивый вид. Я ломаю голову, как бы забрать это дерево с собой. Если бы ствол можно Никаких было... «если». Мани, мани, мани! Джейси, вот аптечка. И еще твой друг приехал. Привет, Джесси! Я так счастлив снова тебя видеть. Мой друг, какой сюрприз. Пьер? Катрин. Обращайся ко мне, мадемуазель, болван. Заткнись! Ты не у себя в замке. Я знал, что вы все в сговоре. Следил за вами с тех пор, как вы встретились с Катрин. Отдай мне картину. И все остальное, что вы украли. Ты думаешь, я все притащил на этот остров? Отличное место. Тут никого нет. Только мы. Так что я могу убить вас всех. И никто не узнает. Готовь! Идиоты! Эти пистолеты вообще не заряжены! Это не мы! Мы ничего Ой, не все делали! в порядке, пуль нет, пуль нет. А кто стрелял? С вами невозможно иметь... Не то я оторву вам головы! Пираты? Да, вылипли. Если не будете делать, что скажу, убью вас всех! Если объединимся, то победим. Мы провели здесь много времени. И сейчас нашли это место. Добро пожаловать на мой остров, друзья! Мы разумные люди. Нам нужны только ваши деньги. На колени! Быстро! Поняли меня? Без глупостей никто не пострадает. Поняли? Выкуп за вас? 500 тысяч долларов? За каждого и делайте, что хотите! А не то скормим вас акулам. Браво!
Хотя можно было бы оставить всех женщин. Позвольте мне сказать. Понимаете, мы не с ними. Мой босс будет счастлив заплатить вам любой выкуп. Он очень богатый, а эти хотели драться с вами, но я сказал нет. Уведите их. Спасибо. Что вы делаете на моем острове? Моя шляпка! Эй, говорите, что вы тут делаете? Отдыхаем. Отдыхаете? Угу. А ну, признавайтесь, зачем приплыли? На шашлыки. Перестаньте нам врать! Это же металлоискатель! На шашлыки. А что вы с этим делали? Микроволновку. Угу. Вы думаете, я идиот? Это металлоискатель. Что вы искали? А? Ладно, не отвечайте. Я сам узнаю. Берите девок. Убери руки! Ложись! Что за... Но я не нажимал! Бери того, что справа! Ладно. Босс, ты в порядке? Не двигаться! Вам, пожалуй, стоило бы зарядить пистолет. Если не будем дергаться, ничего не случится. Не подпускай к оружию! Капитан! Скорее! Сюда! Пошли! Впереди! Что нам делать? Убегать! Ой, мама, роди меня обратно! Мама, мама, мама! Голова змеи? Лови! Мой прапрадедушка! Нет! Я хочу расправу! Нет! Нет! Мой прапрадедушка! Нет! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Вот! 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 Прости! Ничего. Мой прапрадедушка. Спасибо. Девочки! Пошли! Моя нога! Мой сапог! Мой прапрадедушка. Давай. Пошли! Скорее! Беги! Да что Всё же в порядке. Не бойся! Давай, давай! Давай туда. Что вы делаете? Все в порядке. Не бойся. Больно! Бежим! Ты первая, ладно? Я сапог потеряла! Что с ней? Я помогу! Моя нога! Вот это! Надевай! Ловите! Давай! Это голова змеи! Голова
Голова змеи! Давай, уводи их! А как же ты? Встретимся у ствола! Ладно. В сапоге что-то есть! Заберите его! Лови! Еще что-то есть? Не двигайся. Здесь патроны точно есть. Заберите же! Помоги Да мне! что ты говоришь? Считаю до 3. Раз. Эй! Только одну нашел! У меня жизнь одна! Они все мертвы? Бежим! Не двигаться! Руки вверх! Не суй мне эту штуку! О, моя шляпка! Разумную речь вы не понимаете! Сделайте из этого умника шашлык! Тихо, тихо. Не двигайся! Не шевелись! Не пострадала? Не твое дело! Бежим, бежим! Сюда! Сюда! Скорее! Бегом, бегом, бегом! Держи! Ты в порядке? Голова косы! Джесси! За ними! Вперед! Назад! Как же нам повезло! Моя нога! Как же больно! Ой, кость! Коко, ты как? Золото! Откуда ты знаешь? Оно выпало! Ты знала про золото в дереве? Я этого не говорила! Да, золото. Дай посмотреть. Оно из моего сапога! А что в этом стволе? Золото? А почему мне не рассказали? Это другая. А голова змеи? У Джесси! И голова дракона должна быть здесь. Сам иди! Фигушки! Что делать? Как нам теперь отсюда выбраться? Путь один! Держись крепко. Что вы делаете? Не двигаться! По руке не вмажь! Да не вмажь! Что, вмазал? Да я! По руке не вмажь! Капитан, капитан, курс на юго-восток. Дальше дороги нет! Сюда! Почти все! Готовьтесь! Раз, два, три! Оно застряло! Что происходит? Некогда объяснять. Они близко! Вам некуда идти! Так, не стрелять! Пошли! Шарф! Шарф, скорее! Ага. Укройтесь! Надевай. Вот так! Саймон! А! Укройся.
Угостим их метком! Взрываю! А ты справишься? Давай ты! Давай ты! Ну тогда я! Это какие-то неправильные пчелы! Дымовые шашки! Зажигайте шашки! Прекратите, идиоты! Это не важно! Пусть уходят! 5 заложников у нас осталось. Ребята, это не наши пчелы. А вас не покусали? Нет, нет, нет. Звоните хозяину! Да, да, да. Все там целы? Мы богаты! Все целы? Целы! Точно целы? Целы! Потеряла про дедушку. Это ничего, он любил море. Эй! Залезайте! Ребята, я здесь! Этот ствол 1,30 м в диаметре и 7 метров длиной. Объем где-то 9 миллионов 280 тысяч кубических сантиметров. Судя по тому, что дерево на плаву, 1/22 золото. Поделим это на размер золотого слитка. Выходит 2900 слитков. Умножаем, да там 8 тонн золота. Так много? По тонне каждому. Оставшиеся 2 кому? Поделим на 8 частей. А куда 2 лишние части? Тебе отдадим. Почему ему? Так мне хочется. Вот почему они перерезали друг друга. А мы даже не поссорились. Ну как расчеты? 8 тонн, а то и больше. Празднуют, пошли на палубу. Одним словом, это путешествие романтичное. Захватывающе. Выгодная! Интригующе! Оставьте сообщение после сигнала. Я знаю, что ты здесь. Ну сколько можно дуться? Возьми трубку и отругай меня. Ладно, мне пора. Неужели вы не можете поговорить нормально? Каждый раз начинаем спокойно, а окончается все скандалом. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за помощь вчера. Не за что. Доброе утро. Все Твои хорошо? лекарства. Никто не хочет ни в чем признаться. В чем, например? Доброе утро всем. Доброе утро. Стой, не уходи. Я написала стихотворение в знак благодарности за все, что вы сделали. Коко, вызываю на поединок. С удовольствием. Отважные рыцари в сверкающих доспехах,
кучка настоящих негодяев и подонков Как это? Отправились в рискованное путешествие. Ведомые жадностью, они отправились грабить и разбойничать. Нет, Коко, сердца их полны бесстрашия, благородства и бескорыстия. Да осудят вас всех небеса. Красть национальное достояние очень мерзко. О нет, ваше великодушие будет вознаграждено. Если избежите законного наказания, то вам не уйти от угрызений совести. Благослови вас Бог. А под Новый год вы будете спрашивать себя, это я украл зодиакальный знак этого года? Даже все богатства в мире не купят разум, если его нет. Ух ты, как длинно. Я сказала, благослови вас Бог. Ну да. Но ты сочиняла совсем другое. Вам понравилось? Отлично. Здорово. Нормально. Что ты этим хотела сказать? Вы приехали сюда искать золото, даже взяли металлоискатели. Золото или бронза, металлоискатели нужны. Вранье! Вы с самого начала нацелились на это золото. Коко, а почему ты шарила меня в комнате? Я вовсе не шарила. Я нашла это, когда помогала тебе дойти до каюты. Ой, дельфины, смотрите. А, и еще киты. Ой, крокодилы. В море? Ну, плавать-то они умеют. Я помогу. А ну, отвали. У вас слаженная команда. Но раз ты поняла, выкладывай. Ты вообще никакой не Мартин Шангуань. Верно. И искал ты не про дедушку Катрин, а золото и головы зодиака. Можно и так сказать. Ты продал с аукциона все головы, которые добыл. Точно. А с теми, которые нашли, что сделаешь? Их заберут, когда прибудем в порт. Я думала, это для китайского народа. А ты просто наемник. Реликвии разбросаны по всему свету. Почему нельзя на них немного заработать? Тебе совсем не стыдно? Это же вопрос национальной гордости. Эти тухлые головы не имеют никакого отношения к гордости. За ними стоят столетия культурного наследия. И что с того? Китаю уже многие тысячи лет. То, чего мы достигли тогда, мы можем улучшить сегодня. Она правильно говорит. Не стоит подслушивать. Пошли. Да мы тебе таких десяток наделаем. Из каждой династии. Подлец. Почему это? С первой встречи с профессором Гуанем ты нас использовал. Милочка, не строй из себя святошу. Мы не просили ехать с нами. И еще, если рыба не откроет рот, то не клюнет. Ах, я клюнула? Думаешь, если ты обманщик, то очень умный? Тебе доверяют, а ты лгун. Мы занимались этим. Это стало профессией. Отвратительная профессия. Если ты обманываешь близких, родных, страну, твои дети будут вечно стыдиться тебя. Остановите яхту! В чем дело? Золото! Что случилось? Ничего, глуши мотор! Как так вышло? Все было в порядке. Золото тяжелое, бревно долго мокло. Они выпали. Я думал, ты все рассчитал. Это ты все испортил. Привязал веревку не к тому концу. Это все ты виноват. Я? Заткнись, виноват. ты виноват. Мы все виноваты. Мы можем потом вернуться и вытащить его. Задницу мою вытащи. Здесь вокруг все принадлежит пиратам. Считай это платой за проезд. Пираты в этом районе из 7 стран. Ну хватит вам. Помолчите уже. Если это вас может утешить, один слиток остался у меня. Если кому-то нужны деньги, можете его забрать. Вам повезло больше, чем ее прапрадедушке. По крайней мере, вы не вернетесь домой с пустыми руками. Точно. Однажды кто-то уже попытался везти их домой. В конце концов, это золото осталось у матери земли. И следить за его сохранностью теперь будут 7 банд пиратов. Давайте оставим его покоиться с миром. Запишите координаты, быстро! Оно пропало. Что? Что? Куда оно делось? Утонуло? А ты можешь нырнуть и достать его? Сама нырни. Профессор,
вам полиция? Да, что такое? Профессор, мы расследуем кражу данных о бронзовых головах. Продолжайте спокойно работать. Сегодня на аукционе в Лондоне при продаже бронзовых голов козы и змеи был установлен новый рекорд. Ожидается, что голова дракона будет продана еще дороже. Продажа бронзовых голов вызвала множество споров. Все громче становятся голоса, призывающие к репатриации этих реликвий. Нельзя эксплуатировать патриотические чувства. Молодежь открыто выражает свои мысли по этому поводу. Запретить продажу с аукционов ценностей, добытых нелегальным путем. Преступники, которые наживаются на древностях, хуже воров. Золотая маска наложницы фараона и улыбающийся Будда были сегодня отозваны с аукциона. Под влиянием протестов общественности по всему миру проходят... Полиция, вы знаете этих людей? Последние новости. Корпорация MP получила право продать с аукциона бронзовую голову дракона. Продажа будет осуществлена в ближайшее время. Я звонил тебе 7000 раз. И вот последнее слово. Отныне и во веки веков я не буду больше звонить и докучать тебе. Мы знаем, где это. Нашли. Что нашли? Голова дракона. MP выставляет ее на аукцион. Она с самого начала была у них. Мы бы никогда не получили эту премию. Они нас надули. Нас провели как новичков. Джонатан нам врал. Он сотрудничал с MP. И, похоже, студентов тоже они избили. Это правда, что двоих студентов из вашей организации сильно избили? Извините, мы не можем это комментировать. Извините. Понятно. Спасибо. Не могли Без бы вы комментариев. прокомментировать? Мадам, не могли бы вы... Никогда свое возмущение торговлей этими реликвиями? Эта бесценная диадема первоначально была национальным достоянием Индии. Почему наши национальные сокровища выставляются в иностранных музеях? В преддверии китайского года дракона я представляю бронзовую голову дракона. Стартовая цена 60 миллионов евро. Массовый протест общественности против продажи на аукционах вывезенных ценностей. К таким реликвиям относится и звезда сегодняшнего аукциона – бронзовая голова дракона. Культурное наследие не продается. Ты уверен? Культурное наследие Я сейчас буду. Скажите моей сестре, я скоро вернусь. Я скоро вернусь. Дамы и господа, я жду ваши ставки. 10 евро. Вот снят. Повлияли ли протесты на Как вы думаете, Сними под другим углом. Мишель, отправь это Коко скорее. Вот еще на этот парочку сними. Какое интервью? Я не даю Важный интервью. звонок. Алло? Босс, Мы поймали 3 студентов. Так, а что они сделали? то же, что и 2 предыдущих. Снимать пытались. Заприте их куда-нибудь. А другого решения точно нет? Советую не затягивать. Я об этом думаю все утро. Спасибо. Прошу, Джейси, отдай ей это письмо. Да расслабься ты с этими женщинами. Лучше делай, как я. Алло. Да, я знаю. Конечно, я тебя узнал. Тебе, наконец, ответили? Нет, я не занят, нет. Они ушли, хорошо, да. Поговори, мы пошли. Что угодно, все, что захочешь. Ага. Китайская или японская? Отлично, мне все нравятся. Конечно. Хорошо. Я согласен. Отличный выбор. Жду не дождусь, когда мы снова увидимся. Пока-пока. Да! Я знал, что ты еще позвонишь. Что посеешь, что пожнешь. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Коко здесь. Кто? Коко, она здесь. Тебя ищет. И что ей надо? Письмо для меня?
теми ребятами все в порядке? Еще 3 пропали. Кто? Мой брат, Лили и Мишель. Лили и мы с младшим братом росли все вместе, одной дружной семьей. Отец перед смертью наказал мне присматривать за ним. У меня нет никого, кроме него. Он продолжатель нашего рода. Мы все страстно мечтаем вернуть ценности на родину, каждый в свою страну. Но теперь 2 из наших лежат на больничных койках, а еще 3 пропали. И мы даже не знаем, живы они или нет. Я тебя умоляю. А ну, соберись. Вы обращались в полицию? Я испробовала все. Ты моя последняя надежда, Джесси. Я был бы рад помочь, если бы мог. Но эти люди... Я отняла твое время. Прости. Профессора Гуани арестовали за то, что он сообщил мне данные о головах. А ты что ревешь? Мама и папа. Неужели по-другому нельзя? Брат Коко пропал, когда шпионил за МП после отмененного аукциона. Наверняка они имеют к этому отношение. Здесь только деревья, никаких доказательств. Давай проверим. Ты что, совсем бессердечный? Ты меня больше волнуешь. Вы этого хотите? Он на этом настаивает. Между нами все кончено. Мы с Саймоном терпеть друг друга не можем. Что значит не можете? От тебя что, воняет? Он что, какает прилюдно? Да вы что в самом деле? Нельзя сразу сдаваться. Ваша дочь, она же за вас борется. Вот и вы бы попробовали. Мы обречены на провал. Обречены. Неудачники оправдываются. Победители ищут пути. Хватит меня жизни учить. Надо людей спасать. Поздно же будет. Легко бросаться обещаниями. А как помочь? Ты же сам только что сказал, нельзя сразу. Привет, Джесси. Эй, Джонатан. Как дела? Очень хорошие дела. Я только что нашел розы. Отлично, я сейчас подъеду. Вот и путь нашелся. Говори! Да не врал я насчет адреса МП. Зачем мне врать? Но ты же знал. Знал, что голова дракона у них, и что мы бы никогда не получили эту премию. Откуда? Мы же старые партнеры. Ну с чего бы я вдруг стал тебе И врать? ты мне никогда не врал. Конечно, нет. Да зачем мне это? Что вы делаете? Это самая мощная кислота на свете. Я ее создал специально для тебя. Очки долой. Но, врал мне? Нет, да. Я тебе врал с первого дня. С первого... Я же все тебе сказал. Зачем ты это сделал? Сладкая водичка. Гениально! Ты проделал этот путь только чтобы избавиться от посредника? Они все кровососы. А Джонатан соврал насчет головы дракона. Не могу его винить. Дракон был у нас с самого начала. Я просто забыл. Не страшно. Такие наши дела. Всегда друг друга обманываем. А где розы? Мы бы не принесли их, будь это фальшивка. Все равно надо проверить. Только в нашем присутствии. Конечно. Мы готовы продолжать. Продолжайте. Ну, давайте сюда. Так быстро я их копировать не умею. Проверьте ее хорошенько. Ждите здесь. А можно мы тут осмотримся? Да, пожалуйста. Не ожидала увидеть экспертный центр под виноградником. Вообще-то центр изготовления подделок. С миллиардным оборотом. У них все под контролем. Разве это не из Европейского музея украли? Какая точная копия? Художники тут мастера своего дела. Но прославиться им не удастся. Следи за лестницей. А что они делают?
Обрабатывают пескоструем фарфоровую вазу. Потом ее обработают химикатами, состарят, и получится настоящая древняя ваза. Рисовую бумагу сюань можно разделить на 2 слоя. Это оригинал. Отдели слой, и будет 2 оригинала. А можно сделать 5 слоев? Будут слишком тонкие. А это что? Это шелк, его на слои не поделить. Рулон режут на 8 кусков и продают. Как изобретательно. Из черепков, добавив недостающие, можно получить артефакт. В результате получается частично подлинник, частично подделка. Какие хитрецы. Если потом подставить результат под рентгеновские лучи, навехонькая ваза станет 1000-летней. Поразительно, сколько всего придумали. А хоть что-то подлинное на рынке есть? К сожалению, 9 из 10 подделки. Какая жалость для богачей. Сюда. Эй, Джейси! Кто это? Наверное, мы с ним когда-то дрались. А это что? Это... специальная аппаратура, производящая выбросы углерода. Позволяет обманывать экспертов. Ее так пока не усовершенствовали. Топливо и катализаторы добавлять можно только вручную. Поверить не могу, что они зашли так далеко. Выглядит грубовато. Это опасно? Обман всегда опасен. Рад тебя видеть, Джейси. Язык проглотил? Нет, подавился. Словами любви. Да ладно тебе. А это еще кто? Это Джейси. В нашем деле имя известное. Репутация бывает обманчива. Конкурент? Я не такой, как он. Мы не делаем то, что он. Что? Ты нос-то не задирай. Что бы ты ни делал, я могу лучше. Стервятник. Ты украл Будду из храма в Юго-Восточной Азии. Так и было. А они решили, что это сделали их соседи. Из-за этого началась война. 1000 людей погибли. Бывает, люди умирают. Это ведь их дело. Ну а в нашем деле ты просто гаденыш. Знаешь, последний, кто так меня назвал, уже давно не дышит. Да ну. Г-А-Д-Ё-Н-И-Ш. Гаденыш. Я тебя порву, не вставая с дивана. Поспорим? Ты проиграл. Еще касаюсь. Вот. Касаюсь. Стоп! Ребятки, вы можете идти. Отдохните пока. Доброго вам вечера. Что это вы тут устроили? Да так, мебель проверяли. Дешевая подделка. Мальчики, так забавляйтесь снаружи, не здесь, ясно? Картина настоящая, осторожней с ней. Ух ты, розы. Оставим здесь, когда закончишь. Почистим ее позже.
Тебе заплатят завтра. Но ты просишь слишком много. Дождемся папу. Могу немного скинуть. Но мне нужны 3 человека. Что? 3 студентов, что сидят в заперти. Не понимаю, о чем ты. Я могу показать. Это подтверждает мои подозрения. Докажи, если сможешь. И докажу. Остановись! Я сказал остановить! Не двигаться! Не дайте ему уйти! Стой! Остановите его! Вот он! Пошли! Вот там! Сюда! Джейси! Ну и что ты доказал? Остановите его! Не дайте ему уйти! Я сегодня целый день ищу боксерскую грушу. Ты сорвала джекпот. Стервятник, сделай что-нибудь. Нет, пусть девочки разбираются. О, да. Покажи, что можешь. Вон там! Взять его! Он что, еще ходит? Стервятник, прикончи его. Это же не настоящая драка, чувак. Так дерутся слабаки, у которых яйца не выросли. Вот у девочек все честно.
Мартин! Кэти! Ты в порядке? В полном. Майкл! Папа! Бонни! Я здесь! Все в порядке! Лоренс. Джейси, наконец-то мы встретились. Папочка! Это все Джесси! Заткнись! Идиот. Убить мало. Я чему тебя учил? Мы не похищаем людей, мы создаем подделки. Босс, я думаю, нам лучше немедленно уехать. Она настоящая? Настоящая. Ты проверял? Да, я проверял. Джейси, жаль, мы не встретились при других обстоятельствах. Жаль, вы не занимаетесь подлинниками. О розах мы позаботимся. Ты тут так постарался, что картину я оставляю себе. А теперь, пожалуйста, доставь этих молодых людей по домам. А впоследствии мы возобновим наше сотрудничество. По рукам? По рукам. Забирай их. О, прости за дракона, он пропал, так что 10 лямов я отнимаю. Нюхайте розы. Папа, ты так просто их отпустил? Интерпол уже знает про это место. В любом случае, надо его уничтожить. Он нам только время сэкономил. Забирай все, что можно, и уезжаем отсюда. И не забудь все свалить на Фрэнки. Да, папа. У меня к тебе дело. Да, сэр. Рынок антиквариата рухнул из-за ноющих хиппи и их дурацких протестов. Я хочу преподать миру урок. И начну с головы дракона. Как? Дракону пора взлететь. Стервятник. Какая жалость. Аукционные дома испытывают давление из-за демонстраций, призывающих к возвращению национального достояния народа. Корпорации Драгоценная голова дракона взлетела! Спасибо вам огромное! Начинаем частный аукцион. И первый лот – голова дракона. Огромное спасибо! Эй, ребята, отличные новости! Китайские бизнесмены пожертвовали 50 миллионов долларов! И что с того? Правительство все равно не примет ничего, купленного на аукционе. Эй, скажем, что мы ее купим и сохраним для них. Кто бы ее не купил, будет считаться врагом. Во второй и в последний раз она выставляется на аукцион без стартовой цены. Кто готов сделать первую ставку? Международная пресса застыла в ожидании. МП угрожает бросить голову в жерло вулкана, если до полудня не поступит никаких ставок. Вы видите вулкан у меня за спиной. Возможно, именно он поглотит голову дракона. Дамы и господа, установленное время продажи заканчивается, а я до сих пор не слышу первой ставки. Если лот опять не будет продан, он сбросит голову дракона в этот действующий вулкан. На данный момент у меня так и нет начальной ставки. Предупреждение. Предупреждение. Последний шанс. Этот лот снят с продажи. Босс, Я хотел бы... голова дракона снята с аукциона. Сбрасывай! Ладно, ребята, за дело! Это действительно происходит. Они не шутили. Мы смотрим на троих парашютистов и отчетливо видим у одного из них голову дракона. Они ее сбросили! МП решила назвать эту беспрецедентную операцию «Дракон должен летать». Что это? Появился четвертый парашютист. Снимай скорее! Снимай!
Спасибо! Он выбросил голову дракона! Она падает прямо в вулкан! Им теперь только нужно открыть парашюты, но они продолжают падение. Это очень опасно. Только что мы получили фотографию 4-го парашютиста, но пока не удалось его опознать. Это Мартин! Мартин! Не может быть, что это он. Ты птица без крыльев! Не думай, что сумеешь побить меня! Нет! Ты спятил! Таинственный человек только что потерял парашют. Даже голова дракона его не спасет. То, что он делает, очень опасно. Она твоя. Ты вправду не такой, как я. Глава корпорации MP Лоуренс Морган и его сын Майкл были арестованы после того, как в корпорации обнаружили украденную картину «Розы», которую безуспешно разыскивала полиция. А вот интересная новость. 4 консула получили посылки с сокровищами, которые считались утраченными. Среди них золотой жезл фараона Египта, скипетр царицы Екатерины II. И шкатулка древних инков, ларец золотого коршуна. Не забудьте также звезду Аравии. Имя загадочного отправителя остается неизвестным, да? И еще одна новость. Япония только что заявила, что возвращает Корее 5 их древних книг.
А мы продолжим наш рассказ о том, кто все-таки организовал похищение. Меня зовут Анна. От имени Ассоциации сохранения культурного наследия я хочу вручить вам это. О, большое спасибо. Не за что благодарить. Украл он больше, чем пожертвовал. Профессора Гуани освободили. Господин Ляо, ваша жена рожает. Я бегу! Мне пора идти. Я пойду посмотрю. Джейси, ты мужик. Ты назначил мне свидание. Громкости достаточно, ты услышишь. Я ухожу. Я уже съела все, что было в меню, а тебя все нет. Коко! Коко! Катрин! Катрин! Я тебе кое-что принесла. Осенняя охота? Я у тебя научилась, я ее украла. Банкиры бы все равно ее не оценили. И С тех пор, как мы расстались, я изучала историю и решила, ты права. Ух ты! Вот это да! Это подарок от сестры. О! Вау! Пурпурные! Как там, Джейси? Поправляется. Зайди к нему. Сейчас же. Осенняя охота императора Тянь Луна? Ты посмотри. Попробуйте все уладить. Только благодаря усилиям нас двоих у нее может быть нормальное детство. Если хочешь, можем начать все сначала. Эй, у нас девочка! Идите посмотрите! Поздравляем! А как назвали? Пакс. Это значит Пакс? мир по латыни. Джейси дал 4 имени, я выбрал это. Здрасте. Здрасте. А кто это? Девушка с голосовой почты. Пошли посмотрим. Я сейчас вернусь. Иди сюда. Кто она? С ним все будет в порядке, он быстро восстанавливается. Выпишем через неделю. Спасибо. А ты разве не сказала, что все кончено? Все в порядке. Это было старое сообщение. Теперь я знаю, чем ты все это время занимался. Вставай. Мотор! Фильм посвящен всем тем, кто так много делает для возвращения утраченных древностей. Прежде всего, моему учителю Леонарду Хо и моим дорогим родителям. Я преклоняюсь перед вами. Джеки Чан. Джеки Джей Джей Productions Limited, Huawei Brothers Media Corporation, Emperor Film Production Company Limited представляют. Заберите собак! Уберите их! Продюсеры Джеки Чан Ван Джен Лей, Барби Тун Джен Дадзунь, Альберт Ли Эсман Жень. Авторы сценария Стэнли Тон, Эдвард Тан, Фрэнки Чань. Композиторы Нейтан Ван, Гэри Чейз. Постановка трюков Джеки Чан, Хи Цзюнь. Режиссер и сценарист Джеки Чан. В главной роли Джеки Чан. В ролях Квонь Сан Ву, Ляо Фань, Яо Синь Лун, Джан Ланьсинь, Лаура Вейсбекер, Дэниел У, Шу Ци, Алла Асафи, Розарио Амедео, Марк Канонизада, Оливер Плат. Не стой так близко к краю, опасно! Светлой памяти художника-постановщика Оливера Вана. Операторы Хорас Ван, Нг Манчин, Бен Нет, Джеки Чан. Ты меня стукнула! Хватит, все! Ой!
Нормально? Он не такой, как я. Я не такой, как он. Мы бы никогда не стали делать то, что он делает. Отходим. Чави, подай дымка. 3, 2, 1. Машина меня понимает. Держитесь крепче! Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании Universal в 2013 году.人生啊，本来是一场梦，哦，做美梦，醒来两手空空。爱情啊，但也能有结果，哦，擦干泪，明天还是要过。走遍那东南西北，走遍八方，早知道悲欢离合本就无常。好聚好散，酸甜苦辣独自尝，山盟海誓真情的几回风浪。走遍那东南西北，走遍八方，早知道阴晴圆缺总是无常。世间冷暖，人情淡薄只一争，红尘万里只剩下一脸风霜。人生啊，本来是一场梦，哦，做美梦，醒来两手空
生会不会发疯？生不带来，死不带走，不如两位大哥把钱都给我。为了利益冲昏头，为了私欲骗朋友飞黄腾达，只是世上肤浅的定义懂不懂？人就是要累过才会懂，这经历或许不是美梦，劳苦奔波，年华老去，路到尽头有多少秘密？友情、爱情、亲情，这三样东西，这辈子修炼不成，下辈子继续把你。